1 сентября для сосногорских школьников начался очередной учебный год. Торжественные линейки, посвященные Дню знаний, прошли во всех образовательных учреждениях. У каждой сосногорской школы есть свои традиции встречи нового учебного года. Так, кадеты 1 сентября устраивают небольшой парад. Знамя школы приветствуют воспитанники и коллектив образовательного учреждения, а также почетные гости. А гимназисты готовят мини-спектакль. Каким бы ни был сюжет, главная мысль всегда одна. День знаний – это главный праздник для подрастающего поколения. Кульминация действа – чествование первоклассников. У меня в портфеле книжки, у меня в руке букет. Все знакомые мальчишки удивленно смотрят вслед. Чего же я веселый? Я одет как на парад. Я иду сегодня в школу, это вам не детский сад. Кстати, в этом году первый класс кадетской школы особенный. Состоялся набор в год 95-летия Республики Коми, а посвятят ребят в кадеты в 2021 году, когда наш регион будет отмечать свой 100-летний юбилей. 1 сентября – это начало нового учебного года, это День знаний, это начало пути за пятерками, за победами, за новыми впечатлениями. День знаний школа пополнилась 1 классом. Для них все первое. Для 11 класса это последний день знаний в школьной жизни. Я надеюсь, что именно 11 класс, который будет, и любой ученик, который покидает школу, конечно, будет с благодарностью, трепетом вспоминать свою школу. Традиционными являются и напутственные слова, которые сосногорским школьникам адресуют почетные гости торжественных линеек. Ребятам желают только хороших оценок на занятиях, а педагогам прилежных и послушных воспитанников. Примите мои самые искренние поздравления с этим замечательным праздником, Днем знаний, с началом нового учебного года. Удачи вам и благодарных учеников. Труд ваш, он очень, наверное, нелегкий, но, по счастью, благодарный. Волнуются не только ученики и педагоги, но и родители. Для взрослых школьная жизнь позади, но она снова начинается, когда уже их дети садятся за парту. В преддверии того, что все-таки мои детки пойдут в школу, да, я осознаю всю ответственность и того, что наши дети – это наше будущее, нация, которая, будучи образованным сегментом нашего населения, да, составит будущее России в целом. Всего в Сосногорске 1 сентября за партой сели почти 3500 детей. Из них 363 в школу пошли впервые. 1 сентября – это День знаний. Это замечательный праздник для детей, педагогов и родителей. Я, как бывший педагог, приветствую этот праздник и поздравляю всех жителей Сосногорска с замечательным днем. И я хочу им пожелать, чтобы они хорошо провели этот учебный год, первоклассникам войти в эту семью, школьную семью, выпускникам, которые выпускники, подготовиться к окончанию, определиться в течение года дальнейший жизненный путь и пожелать им всего-всего хорошего. Первыми занятиями в сосногорских школах стали классные часы, посвященные 95-летию Республики Коми. Также прошли и занятия по безопасности жизнедеятельности, которые провели сотрудники отдела надзорной деятельности. В Сосногорском районе начинается отопительный сезон. Соответствующее постановление подписано в администрации муниципалитета. Пробные топки источников теплоснабжения с последующим переходом в отопительный сезон уже начались. Первыми в очереди на подключение значатся социальные объекты – детские сады, больницы, школы, учреждения культуры и физкультуры. В пробном режиме система теплоснабжения будет работать несколько дней, пока не установится среднесуточная температура плюс 8 градусов по Цельсию. После чего отопление начнет появляться в жилых домах сосногорцев. Информация о ходе подключения социальных объектов находится на контроле администрации Сосногорского района. В
В Сосногорске подвели итоги фотоконкурса «Моя любимая республика», посвященного 95-летию Коми. Чествование лучших фотохудожников состоялось в Центральной библиотеке имени Якова Рочева. К участию в конкурсе были допущены все желающие, независимо от возраста и опыта. Свои работы фотохудожники представили в 8 номинациях, которые были посвящены природе и людям Коми края. Вообще проведение конкурса началось с февраля месяца, когда мы начали собирать фотографии. А фотографии наши сосногорцы представили аж по 8 номинациям. Конкурс действительно получился грандиозный, потому что участников у нас на сегодняшний день 44 человека, предоставлено более 260 работ. На фотографиях отразилось все разнообразие природы Республики Коми. Один из гостей церемонии награждения – краевед, член Русского географического общества Вячеслав Камашев с фотографией, что называется, на «ты». Из сотен своих походов он привез тысячи снимков. Говорит, начинал с того, что сам проявлял и печатал фото, а сейчас в век цифрового изображения стало намного легче. Сейчас фотография доступна. Другое дело, что этот процесс творческий. Да, фотографировать можно очень много, но выделить именно нюансы, вот это не каждому это дано. И вот то, что вот экспертное жюри просмотрело такой большой объем, я понимаю, что очень сложно выделить работы, но вот то, что они оценили, мне самому понравились. Экспертной комиссии пришлось потрудиться. По словам директора Сосногорской центральной библиотечной системы Марины Тихой, участники конкурса дали возможность горожанам, увидевшим работы, побывать в самых различных уголках региона. Ведь на фото был не только Сосногорский район. Оценивать было необычайно интересно и очень сложно. Очень сложно, потому что работы достойные. Очень много ярких, интересных работ. И сегодняшний вечер, вот итоговое наше сегодняшнее мероприятие показало, что это мы не ставим точку на этом мероприятии, мы ставим многоточие. Мы сегодня уже договорились о том, что многие из авторов, которые принимали участие в конкурсе, организуют на нашей базе еще и свои авторские выставки. И мы с удовольствием ждем встречи с нашими фотографами, я бы сказала, художниками. И такая встреча состоится, тем более, что супруги Антонина Ланская и Валерий Феоктистов, победившие в номинациях «Мир растений» и «Отдыхаем в Коми», дали свое согласие на организацию фотовыставки. У супругов собственный девиз «Я всегда с собой беру фотоаппарат». Поэтому и снимков в семейном архиве накопилось немало. У нас и на даче кругом фотоаппарат, и в машине фотоаппарат. Я люблю вообще делать снимки, потому что мир цветов для меня это я без ума от этого. Очень люблю это все. И, конечно, наша природа, животных. И порой такие кадры встречаются, что просто нельзя пропустить, чтобы не запечатлеть. За понравившиеся фотографии, кроме экспертной комиссии, голосовали читатели библиотеки и интернет-пользователи. Своих фаворитов выбрали и предприниматели. Фотоработы, представленные на конкурс, останутся в фонде библиотеки. Так решили сами участники. А библиотекари пообещали оформить снимки отдельной книгой. В Сосногорске вышел буклет-путеводитель «Красоты маленького города». Издание к выпуску подготовили сотрудники историко-краеведческого музея, а также местные дизайнеры, посвятив его 95-летию Республики Коми. Красочные страницы путеводителя рассказывают об истории Сосногорска, его климатических особенностях, а также достопримечательностях и наиболее ярких событиях нашего города. Как отмечают музейные работники, предназначен буклет для туристов, но и местным жителям он также будет интересен. Специально такой вот подарок для наших жителей Сосногорского района, чтобы не только туристы, но и жители знали достопримечательности нашего города, где они находятся. Путеводитель вышел тиражом 1500 экземпляров. Приобрести его можно как в историко-краеведческом музее, так и во время проведения массовых мероприятий. 6 сентября с 11 до 12 часов в Сосногорском филиале общественной приемной главы Республики Коми состоится личный прием граждан, который проведет исполняющий обязанности руководителя муниципалитета Виктор Шомисов. Предварительная запись на личный прием по телефону 50189 или по адресу город Сосногорск, улица Ленина, дом 52.